Каждый год в ДТП погибает более 2000 казахстанцев, и еще 20 тысяч человек получают увечья. Снижение скорости движения в городе до 30 км в час – это эффективный способ уменьшить риски ДТП, исключить смертельный исход для пешехода и свести к минимуму травматизм. Снижение скорости до 30 км в час рекомендует Организация Объединенных Наций и другие авторитетные организации. Многие передовые города мира уже ввели такие ограничения, но всегда есть люди, которые доверяют своим предубеждениям больше, чем фактам. Сегодня мы развеем 3 популярных мифа про 30 км в час, а помогут нам в этом материалы исследований, отчеты международных организаций и доказанные опытом данные. Первый миф – ограничение в 30 км в час не повысит безопасность. Факт – низкая скорость реально спасает жизни людей. Скорость движения автомобилей прямо влияет на тяжесть последствий ДТП. Чем выше разрешенная скорость, тем больше смертей и тяжелых травм. Эффект от ограничения скорости до 30 км в час виден везде, от Танзании, где снижен травматизм в ДТП на 26%, до Канады, где число ДТП снижено на 28%, летальные исходы и увечья на 65%. Всемирная организация здравоохранения подсчитала, что увеличение скорости на 1 км в час увеличивает ваши шансы попасть в аварию на 3% и на 4-5% риск погибнуть в ней. Чем выше скорость, тем уже обзор у водителя и меньше шансов заметить пешехода, особенно ребенка или велосипедиста. Если же ехать со скоростью 30 км в час, намного больше вероятность того, что вы успеете затормозить. Второй миф. Ограничение в 30 км в час увеличит время в пути. Факт. Время поездки не изменится, а пробок станет меньше. В условиях города светофоры, погода, другие машины, пешеходы, дороги сильнее влияют на время поездки, чем скорость. Дополнительное ускорение не имеет значения, потому что средняя скорость в городе у всех машин примерно одинаковая. Те, кого вы обогнали, спокойно догонят вас на первом же светофоре. Многочисленные исследования доказали, что снижение скорости с 50 до 30 км в час не влечет снижение пропускной способности в городах. Одна из основных причин пробок – это поведение водителей. Более умеренная скорость делает движение более предсказуемым, снижает риски опасных перестроений на дороге и уменьшает дистанцию между автомобилями. Третий миф. Ограничение в 30 км в час плохо для экологии. Факт. Снижение скорости снижает выбросы от автомобилей. Взаимосвязь между скоростью и выбросами сложно отследить. На качество воздуха влияют тип и возраст автомобиля, качество топлива и дорожного покрытия. Но хорошо известно, что оксиды азота выше при высокой скорости, а выбросы от выхлопных газов становятся меньше по мере снижения скорости. В целом, технические параметры большинства автомашин таковы, что больше всего выбросов они производят при разгоне и торможении. Агрессивный стиль вождения с резкими ускорениями увеличивает расход топлива, а значит и объем выбросов. Кстати, шумовое загрязнение от транспорта возникает из двух источников – двигатель автомобиля и трение шин о дорогу. Нетрудно проследить прямую взаимосвязь между скоростью движения и уровнем шума в городе. Вывод. Более спокойные улицы не только спасают жизни, но и улучшают экологию, а также стимулируют пешие прогулки и велопоездки. Если больше людей для передвижения на короткие дистанции откажутся от автомобиля, это снизит нагрузку на дороги. Меньше машин, меньше выбросов, меньше пробок и больше ни одной смерти на дорогах.